Елена Николаевна, добрый день. Сегодня мы поговорим о дистанционном обучении в вузах, плюсах и минусах. И первый вопрос такой. Проводились ли исследования влияния дистанционных технологий на процесс обучения? Сегодняшняя ситуация заставила нас всех перейти на дистант на какое-то время. И действительно тяжело и обучающимся, и педагогам. Почему? Потому что пришлось реально в экстремальных условиях пытаться реализовать с должным качеством образовательную программу. Поэтому сейчас, как правило, вот по соцопросам, которые проводят, большинство и студентов, и, кстати, родителей очень негативно оценивают использование этих технологий. Здесь получается, на самом деле, это результат больше вот тех эмоциональных переживаний, той реакции на саму ситуацию, а не объективная оценка использования этих технологий. Понятно, нам всем было тяжело, да, и пришлось работать в несколько раз больше, где-то что-то менять, но это не значит, что надо отказываться от технологий. С другой стороны, вот эта ситуация, которая заставила нас переходить в целом на дистант, привела к тому, что научное сообщество стало уже едино во мнении в том, что, с одной стороны, те, кто считал, что можно отказаться от традиционных форм обучения, поняли, что они неправы, и что действительно традиционное обучение, оно должно сохраняться, и оно эффективно. Но те, кто, например, активно выступал против информационных технологий, тоже поняли, что они имеют право быть. Да, и все равно нам их нужно использовать, потому что есть ситуации, когда действительно можно уходить в это пространство и эффективно повышать эффективность обучения. Почему так сложно оказалось адаптироваться к новой форме обучения? Когда говорят об адаптации как социально-психологическом процессе, на самом деле он достаточно протяжен во времени. И первичная адаптация может проходить в течение месяца, а полная адаптация через 2 года происходит, завершается. То есть представьте себе, 2 года у нас нет. Да? Вот. И в данном случае надо оценивать, какие качественно значимые изменения произошли. То есть одно дело, когда, например, школьники закончили обучение и стали студентами. Первый месяц они более-менее уже узнали, где что находится, что такое занятие, что такое расписание, познакомились с преподавателями. Да? Но 2 года они накапливают опыт решения различных новых ситуаций. И только к концу 2-го курса уже чувствуют себя более-менее уверенными, да, вот то, что они студенты учатся, да, деятельность для них знакома. А здесь, получается, все очень быстро произошло. Но надо задать себе простой вопрос. А что изменилось? Смотрите, преподаватели, учителя изменились? Нет. Да? Дисциплины предмета изменились? Нет. Содержание учебное тоже не изменилось. А изменилось 2 вещи. Первое – формат взаимодействия. И второе – это перераспределение труда. То есть раньше больше времени ты занимался там в школе, в вузе, в колледже, да, приходил домой, и у тебя было свободное время. А сейчас ты это время проводишь дома и вынужден дома самостоятельно работать. Соответственно, получается, что особое внимание надо уделить тому, чтобы понимать, как будет организовано общение и принятие это, да, что невозможно живое взаимодействие. А во-вторых, учиться самодисциплине и самоорганизации, чтобы самого себя, иногда даже заставляя, организовать на самостоятельную учебную работу. Теперь давайте перейдем и поговорим мы об интернет-зависимости и технофобиях. Как их распознать? Как помочь, если есть какие-то проблемы? Интернет-зависимость, она проявляется в разных формах, но если говорить просто, не сильно углубляясь в терминологию, то в данном случае интернет-зависимость предполагает, что человек отказывается от реальной жизни в пользу жизни виртуальной в интернет-среде. Когда он не может отказаться от общения или какой-то деятельности там, в этой виртуальной,
реальности. И начинает страдать его та часть жизни, которая связана с реальной жизнью. Ну, конечно, если вот в таких уже ярких проявлениях, то человек может отказывать в себе в еде, не платить за квартиру, не есть, не пить себя, не обслуживать, а быть там, покупать какие-то игры, еще что-то там, заниматься и круглыми сутками там проводить время. С другой стороны, если ребенок или даже взрослые увлечены какими-то интернет-играми или общением в сетях, это еще не значит, что есть зависимость. Зависимость предполагает, что человек в ущерб самому себе, в ущерб удовлетворению своих потребностей занимается какой-то деятельностью. То есть если он может отказаться от этого, когда ему необходимо там, пойти, встать и пойти на работу, да, заняться учебой, выполнить задание, то в данном случае еще нельзя говорить, что есть какая-то зависимость. До тех пор, пока это идет не в ущерб основной деятельности, то в данном случае, да, можно говорить о том, что надо все-таки выдергивать ребенка, да, стараться его занимать какими-то делами и так далее, но не запрещать. Почему? Потому что если мы скажем, так, все, выключай компьютер, выходи, да, не нужно тебе долго за ним, да, сидеть, то дальше он выключил, а дальше пустота. Мы должны ему предложить что-то взамен. Пойдем гулять. Давай, помоги мне что-то сделать. То есть, если мы предлагаем ему другую деятельность взамен, то он легче от этого откажется. А если мы просто запретим, то в данном случае у него пустота, его лишили чего-то. Вот. Если же ребенок, учащийся, взрослый, начинает не делать необходимые дела, в частности, например, бросает учебу, да, не выполняет задания, и все это в пользу каких-то других развлечений в интернет-пространстве, то в данном случае здесь уже надо предпринимать определенные меры, вплоть до запретов. Здесь родители имеют право принимать решения, как да, вот, дисциплинировать своего ребенка. Но в то же время, опять повторюсь, должна быть какая-то доля доверия. Да? Да, я играю, да, я вот увлекаюсь, да, я общаюсь. Но я выполнил все задания, я уроки сделал. Оценки у меня хорошие. Да? Можно только мне рекомендовать, что пойти прогуляться или еще что-то, да, чтобы долго не сидеть за компьютером. И просвещать меня относительно того, что это может быть вредно для здоровья. Да? Но лишать его интересной какой-то сферы, это может привести к тому, что он вообще не захочет ничем заниматься или будет протестовать. Резюмируя нашу вот сегодняшнюю беседу, наш разговор, хочется вот попросить у вас рекомендации о том, как построить все-таки общение, коммуникацию с преподавателем, с любым человеком на дистанции. И вот, может быть, какие-то золотые правила. Первый, второй, третий. Ну, первое, я уже говорила, что тут важна самоорганизация, да, поскольку доля самостоятельной работы велика, то учащимся и студентам, хотят они этого или нет, приходится взрослеть. То есть ни родители, ни педагоги не смогут их за ручку вести и полностью контролировать. Для того, чтобы учиться себя самоорганизовывать и помогать в этом, хорошо помогает планирование. Ну, например, вот у вас есть какое-то расписание занятий, есть какие-то требования от преподавателей, когда сдавать какие работы, да, когда выходить на связь, что делать, составить график, план и отмечать, да, вот сегодня было заметить, ответил, все прошло, работу сдал, да, оценку получил и так далее. Вот ведение такого графика, казалось бы, такая вещь достаточно простая, очевидная, но она позволяет контролировать именно самого себя. Второй момент, связанный как раз с тем, что мы уже говорили, что у нас вот смешалось все вместе в одном пространстве. И учеба, и личная жизнь, там у кого-то и работа, и так далее. Вот стараться разделять эти пространства. Во-первых, определять время, когда мы занимаемся учебной работой. Да? Вот, кстати, какая большая проблема возникла у людей сейчас в современных условиях, которые работают и учатся дистанционно. У них размыто время, когда они этим занимаются, периоды. Да? Вот рабочий день там, с 9 до 5, да? Уже 8 часов вечера человек все равно работает.
задаем себе вопрос, а если бы я ходил на работу, я бы работал сейчас в 8 вечера? Если вы себе ответите отрицательно, значит, надо закрывать компьютер, выключать, да, и заниматься домашними делами. Также и с учебой. Если вы установили, что вот вы сейчас учитесь, да, у вас учебное время, вот там до какого-то, вот предположим, такое же время, как вы пошли в институт или в школу, то вы занимаетесь учебой. Но когда это время закончилось, то вы с чистой совестью можете заниматься своими делами. Еще один момент. У вас возникли трудности. Вы один на один со своей проблемой. Вы не знаете, как решить задачу или не понимаете, как вот сделать задание, которое задал преподаватель. Ни преподаватель, ни одногруппники, ни родители не знают о том, что у вас есть проблема. До тех пор, пока вы о ней не скажете. Да? Соответственно, если вы не будете о ней говорить и сами не можете справиться, значит, вы так и останетесь один на один со своей проблемой, которая будет усугубляться. Вот. Но, значит, здесь вы должны проявлять зрелость и не стесняться, не бояться попросить помощи. На самом деле, несмотря на то, что вот студенты – это уже взрослые люди, они все равно нуждаются в помощи родителей. Понятно, уже опека не нужна, да, и они ее не хотят, но родители здесь все равно должны быть рядом. Да, пусть они не ведут за руку своих детей, но просто находятся рядом. У родителей должен быть контакт с детьми, чтобы они понимали, что они в курсе дел своих детей. Да. Это не то, что вот доложи мне сейчас, что у тебя происходит, да, такая вот директивная установка, а именно общение, когда ребенком просто интересуется, что у него происходит, чем он не занимается, какие задания ему дают, справляется, не справляется. И если родители начинают нас осуждать и критиковать, то это на самом деле очень для нас болезненно. Да? И поэтому вот в этой ситуации, даже если вы считаете, что ребенок не прав, даже если вы считаете, что он не так делает, все равно должны как-то его поддержать, да, и сформировать у него позитивную установку для того, чтобы у него появились силы и желание исправлять ситуацию. Да? А не ушел дальше в депрессию, типа я плохой, у меня ничего не получается. Поэтому я думаю, что если мы не будем паниковать, мы будем воспринимать сложившуюся ситуацию как явление, с которым мы, да, с трудом, но все равно справимся рано или поздно, то все у нас будет хорошо. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо.